Доброе утро, друзья! Сегодня у нас на календаре уже такое 12-е. Все время забываю. Сейчас глянем, скажем точно. Ага, 13 декабря, 7:47, без 10:08. И как мы видим, только-только начало светать. Это у нас скоро начнутся полярные ночи. Но это уже недолго. Через неделю уже день зимнего солнцестояния. И потом уже будет день удлиняться. Сегодня наша компания выехала на рыбалку втроем, как видите. Если нас двое и кто-то снимает. Ну, оператора увидите чуть позже. Пусть это пока будет загадкой. Что мы делаем? Как всегда, день начинаем с живцов. И хочу показать толщину льда. Вот. Где-то вот так вот. Сантиметров 15 где-то успела замерзнуть с прошлого раза. Были минус 25 градусов, лунка была не засыпанная. Все. Не так уж сладко. Луночка готова. Пойдем вторую долбить. Там ловушки покрупнее. Посередке не толстый. По краям уже потолще. Как-то вот так все проходит. Сейчас покажу вам, что у нас попало. Сколько? 2 и там 2. За 4 дня. Так, ну что, начинаем проверочку. Сегодня начинаем проверку с маленьких ловушек. Большую ловушку. Ух ты, грязи сколько, господи. Так. Ну что-то уже есть. Уже хорошо. Уже не пусто. Так, ай, комбикорм-то не надо сюда. Ну, штук 30 может быть есть. Одна ловушка поймала. Второй тоже немного есть. Ого, нету. Здесь пусто. Хреново. Я говорю, надо приманку другую какую-то ставить. Не лезет они. Вот здесь нормально влезла. Беленький, да? Она хоть и меньше, а влезла нормально. Не толпитесь. По одной, вылазь, выходи. Груз мешает. Груз. Я думал, Я его не закрепил. Я думал, они спешат так. Так. Четвертая. Дырявая. Ловушечка. Каждый раз забываю зашить. Не одной. Одна, что ли? Вон. Да тут каждый раз по одной. Вторая. Все. Да, зашить надо. Так. Ну что, потом закину. Пойдем сразу тогда проверим тут. Так, не видно, что плавает. Обычно, когда это сачок мы раньше ловили, когда по темноте, вот так в сумерках выдалбливаешь, они собираются. Ну-ка, все, хорошо, иди. Так, вся надежда на белую ловушку. Но... Где она у нас? Вот она. Бля. Крышка еще открылась. Ну, что-то есть. Уже хорошо. О. Вот это я понимаю улов. И никакой лягушки. Никакой лягушки. Лягушки больше к нам не придут. Потому что я ту лягушенцию насадил вместо живца. Так, ну а эти две можно вообще убирать их
Толку от них нету А вдруг? по-любому. Не будет от них толку. Неудачный они, какой-то неудачный. Нет, ничего. Нет, есть. Что-то есть. Шевелится, шевелится. Пару штук буквально. Ух ты, налим. Налимчик маленький. О, вот это уже Иди, живи. живи. Пока. За то, что не съел всех. Ну, 2 малька. И казалось бы, что, какая разница между той и той? Между белой и темной, да? Нет, ну Да даже больше. что, темную не лезет почему-то. Не знаю почему, но в темную вообще не лезет. Прозрачный идет, а в темную не идет. Вот тебе. Если... Хотя это далеко не прозрачная, тоже темная. Да, Была бы она новая, свежая, Да, беленькая. вообще бы хорошо лезла. Её помыть надо. Ну, здесь тоже надо. Их надо поднять, наверное, уже. Ладно, на обратно. Как в следующий раз. Вон вообще нет. Что-то есть один, наверное. Сколько вот сюда влетело, наверное. Да. И сколько. Вон опять налимчик один маленький вон. стоит. И все. Он налимчик лез. Один туда, один сюда. И больше нифига. Ну, как обычно. Да. Запас мальков немножко поймали. На первое время хватит. И все, дуем пока сумерки. На всех парах на наш участок все-таки попробуем мы поймать ерша. Сейчас не так холодно, минус 8 за бортом только. Мальки не замерзнут, поживут. А мы попробуем половить ерша. Ну, конечно же, если что получится, мы вам покажем. Погнали. Хорошо. Ну все, Витя, Григорьевич теперь с гаджетом. что происходит? Я. Жена Смирнова звонила. Так это из-за нее Приехал Иван Григорьевичу телефон Пешком принесли с Китая. с Китая, с Алиэкспресса сайта. Раз так, значит так. Вон такой вот телефончик, как заявляют, в ударопрочном, С Машкой никуда уезжать не может. водонепроницаемом корпусе. Дукитель. Дукитель какой-то, вот 4 камеры Да. тут. Вот такой вот. Да. Рыбацкий. Закрыть. Рыбацкий телефон. Вот, там есть даже телевизор. Иван удивляется, говорит, будем телевизор смотреть. Ну не знаю, доедем до избы, там посмотрим. Пока вот мы доехали до буксировщика, теперь будем перебазироваться и ехать дальше. К сердцу. Ближе к сердцу. Как, доволен приобретением? Конечно. Теперь все, теперь Иван Григорьевич сможет смотреть фильмы канала Коми Рыбак в любое время дня и ночи. Да. Как только вздумаешь, проснулся. Сегодня, блин, не спалось, так в карты играл. В телефоне? Ну, Картежник. Так, а вот и наш третий человечек. Это Роман Геннадьевич. Приехал на побывку домой. Многие уже знают, это мой сын. Очень любит рыбалку. Или охоту больше? Охоту. Конечно. Рома не рыбак, Рома охотник. Так, я, говорит, рыбу ловлю только из-за того, что, говорит, люблю рыбу кушать. Хариуса он любит. А Налима так, говорит, не очень. Уху не пьет. А, нет, уху. Нет, уху не пьет. Рыбу ест, уху не а до ухи не пьет. Да ухи тоже. Да. Ну, посмотрим, насколько ли удачлив новый человек. Как обычно, О, трофейный налим ждет. новичкам там. везет. Но если не повезет, тогда искупаем. Вот той майне, которую сейчас мы На выдолбили. крещении. Все, собираемся, едем. Полету готов. Поехали. Как мы видим, расположение наших пассажиров сегодня немножко другое. Что, так удобнее? Удобно. Правда, Иван, когда запрыгнул корыто, чуть туда не опрокинулось. Противовеса нет. Буксировщик немножко напугал. В прошлый раз в морозы прилипли стартер. Я веревку дергаю, а она в холостую. Думал уже разбирать, потом постучали. Ну, короче, завели.
Нормально все, даже без ремонта. И поехали. Он сказал, поехали. А ты не махнул рукой? Махни. Рома, махни. Вот мы на наших палках. Сегодня бригада ух. Один долбит, второй лопатой работает. Мне остается только проверять. Выдержали бы руки. А так дело сегодня пойдет втрое быстрее, чем 2 дня назад, когда я это делал один. Надежда есть, потому что за 2 дня язь, может быть, сошел. Насажено несколько мелких налимов. А это надежда на крупного трофейного налима. Все, поехали проверять. Поехали. Пробовали ловить ершей. Ерш не клюет. Поймали несколько малявок и все. А время у нас уже 20 минут 11. Все, пошел снег, повалил просто. Южный ветер и снегопад. Вообще не камильфо. Ну, что делать? Так, первая лунка. Так, ну дай бог. С садком. Тут садок у нас. Рыбный бог. Давай, давай, рыбный бог. Дай нам рыбки на пирог. Мать-кормилица, царица. Пусть нам налим не только снится. Роман уже разделся на 4-й палке. Уже жарко стало ему. Осмотрим. Тюрьма тюрьмой. А тут еще и снизу есть крючки. Так что есть надежда. Так, натяжка вроде бы есть. Так, посмотрим. Налимчик, наверное, нацепленный. Ага, он окочурился. Так что смысл было бы его выпускать. Он бы все равно сдох. А малек живой. Он от этой раны не умирает, то что нацепленный. Он умирает от той раны, что он получил от крючка. А так они живут очень долго. Так что смысл отпускать, они все равно подохнут. А так они пойдут на корм котам. Так, сюда сначала. Сейчас насаживаем. Наживляем, то есть. Заполняем тюрьму запасом мальков и отпускаем. Запас на одну проверочку уже будет, может даже на 2. Так, раньше на двойник цеплял 2 малявки, теперь по одной. Тикс, тикс. Мелкий малек в отверстие выйдет. Вот сколько у нас сегодня тут. Главное банку тоже не переборщить, потому что если слишком густо, слишком много их будут, тоже они подохнут. Все достаточно здесь. Достаточно. Живите долго и счастливо. Много стало? Будем надеяться, что нет. Вон мелкие мальки сейчас через отверстие выйдут, отсеются. Вон сколько их уже. Останутся только крупные. Потому что сидеть перебирать времени нет. Так, ну а сюда свеженькие водички. И айда проверять. Это оставляем здесь, это тоже. Погнали. Так, здесь что-то дергает. Язь идет, язек. Отлично. Начало есть. Начало есть.
Первый пошел. Все, наживляем, отпускаем. Так, здесь у нас тоже походу язёк есть. Что-то они сегодня все вверх по течению. Еще один, двойка. Два язя. Что-то они сегодня все против течения поперли. Как сиги. Сиг тоже против течения всегда. Палку поднимаешь с продольником. Они аж туда вверх тащат. Так, ну что, неплохо. Радует то, что прошло 2 дня и они не сошли. Что-то сегодня они все против течения идут, блин. Оттуда вытаскиваешь, как сиг, блин. Вон опять. Тоже против течения пошел. Что это с ними сегодня, блин? Всегда там шли, а сейчас вверх. Но видишь, еле-еле держался уже. Еще б чуть-чуть и сошел. Крючок большой, а сам мелкий. Ну, я говорю, пофиг. Пару раз, да. Он хватает. Еще б чуть-чуть и сошел бы уже. Но он был, видать, наш. Да-да, заподписанный. Ванин. Генин. Помнишь, который летом у тебя сорвался? Там. Это вот тот. Да, возле прикормки ты там сошел, у тебя тянул и сошел. Да, хороший. Ты же ему сказал, встретимся зимой. Встретимся, да. Все, вот и встретились. Пизды получше. Так, что-то есть. Ай, блин, язёк. Ушел. Сошел. Так. Налимчик. Налимчик, тебе надо сюда. Пока живой. Ты у нас приманка для трофейного налима, которого что-то не видно. Второй малек тоже живой. Он какой бодренький он. Вот этот неповрежденный. Если пока налим его не увидит, он так и будет болтаться на крючке. Вот этого. Потом, когда буду палки поднимать, я его отпущу. Пусть живет дальше с дыркой в спине. Он, ну, если попадет по трофейному, тогда уж что, не судьба. А пока у нас ершей нет, они будут вместо живцов. Как вы сами видели, налим даже не крупный, не прочь полакомиться налимчиками. Вытаскивай одного хоть. Посмотрим на твою удачу. Все молча. Студентам, говорят, везет. Нет натяжки? Пусто. Ну, значит, и студентам не везет, и крючки пустые. Были, ушли. Ладно, оставляй. Иди долби дальше. Ну, я говорю, я попадает, уходит. 2 дня это много, надо каждый день проверять. Вот завтра уже будет больше, потому что меньше времени уйдет. О, самая лучшая наживка вон. Как ее называют-то? Ручейник, не ручейник. Каракатица вот это. Замерзает. Ладно, поплавай пока, пошли. Ну, Роман, ну постарался. Вот он выдалбливает, так выдалбливает. Целые майны, блин, а не лунки. Ненароком подскользнешься, сам сюда загремишь, блин. Больше, чем было, все лунки выдолбил. Ну, Роман.
Так, ладно, этот сначала так. Оп, 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 оп. Язёк. И лягушка там. Сошел? Нет, не сошел. Так, лягушку отпускаем. Пришел с лягушкой подружиться, да? Крайняя палка у нас с лягушкой. Этот заглотил конкретно. Этот бы не ушел. Этого даже отцепить не могу. Об костяшку. Так. Не густо, но и не пусто. Половину участка проверили. Еще половина осталась. Вон Романыч уже надолбил там все. Так что надо догонять. По-быстрому наживляем, отпускаем. Так, здесь кто-то есть. Ага, хорошенький кто-то. Крупный есть, походу. Дергает хорошо. Вот он. Вот он. Вот он, красавчик. Толстячок. Килограммовик, не меньше. Вот он, дундук какой. О! Вот это ясь так ясь, смотри, Валь. Ясь так ясь. Около килограмма, не меньше. Так, здесь что-то есть. Ох, как буйно дергает. Какой ты буйный язёчек. Дружочек. Заглотил хорошо. Так что это по-любому был бы наш. Где там-то крючок? Вот он, крючок. Вытаскиваем через жабры, если заглотили. Все легко и просто. Дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Ух ты, запутал-то как. Иди сюда, иди. Иди сюда, язёчек. Опа. Хорошенький. О, и сошел. Поменьше, конечно, того. Вот этого. Но все равно красавчик. Ты бы пошел, куртку одел, а то продует, Ром. 4 палки осталось. Налима. Налима, лима, лима. Так, что-то натяжка есть, но это язёк. Дойдет, не дойдет. Опа. Дошел. Дошел язёчек, дружочек. Давай, студент, вытаскивай налима. Ты не вытаскиваешь, а я вытаскиваю? Ну а вдруг ты везучий, блин? Может, везучий. Да. Нет. Почему нет? Натяжка же есть. Натяжка вроде бы есть. Давай. Яся, иди сюда. Налим насаженный. Нету. Это не то. Оставь. Если надо, оставь пока, потом насажу. Иди дальше вытаскивай. А последнего пусть Иван Григорьевич Та свежая лунка, я ее добавил. Там короткая палка была, она подошла. Я ее добавил. О, вперед, там рыба есть по-любому. Высоко, да. Рома, вытащи его. Давай, Рома. Вот и налим! Вот видишь, Я говорю, везунчик. студенту везет. Вот кто везунчик. Я ей говорил, Рома, вытащи. Ну, ради такого налима этому амнистия.
Всё, Гуляй, друг. гуляй. Ну вот, я говорю, давно надо было брать руки. Считай, почти двушка. Кило 1,5 точно есть. Да. Кило 700 где-то даже. И за губу только. За губу, я говорю, не надо, не надо. Стой. Зацепим. О, сам отцепишь. Аккуратно крючок. Опа. Молодца. Вот. Поздравляю. С Давай первым еще наливом. одного. Давай. О, вот студент, да? Да, ну, я и сказал, что ты вытащишь налима. Молодца. Я говорю, давай сейчас. А то я вон сколько все палки проверил, ни одного налима. А тут вон. Я говорю, леска туда. Ну все, давай еще одну. одного. Давай дубль еще одного такого же. Да можешь побольше, ладно. Вон видишь, возле берега, возле шугья есть налим, да? Это, Рома, Ох ты, майну-то какую выдолбил. А тут что-то у тебя вроде такая была, не? Не, она свежая была, небольшая. ого, натяжка. Ты везде вообще эти дырки надо нарубил? Да то затягивать будет долго. Ага, подскользнешься, это сам уйдешь, блин. Пусто. Ну ладно, осталось мне насадить. Иди куртку одевай, продует. Да. Молодец, налима вытащил. Вот. Это моя куртка. Я говорю, Роме, ты сейчас вытащишь налима. Пошли. И, блин, И точно. точно. Ну молодцы, что осталось сейчас насадить, да. Неплохой налимчик, что, блин. Самый вкусный размер. Самое то. Вон, 1,5 точно есть. Есть. Ах, ай, отпусти. Кило 700. Кило 700 даже, может быть, да. Больше. А мелкого амнистировали. Вон пол-ведерочка. Так, а подводим сразу итоги. Верхнего участка. Это вот такой налим. Да. Налим. Вот такой вот Язёк. язина килограммовик. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 язей и 1 налим. Ну что, неплохо? Неплохо. Как всегда, тут 10 и бывает в среднем. 10, в среднем 10. В прошлый раз 6 было, 1 проверял, первая проверка. Но 3 крупных было, 3 поменьше. Ну нормально, что. Не пусто. Янцкадан. Ну что, теперь в избу и обед. Да, обед. Пообедать надо. А потом уже, если успеем. Не успеем, а надо, все сделаем сегодня. Без обеда какая сила, да? Да, чай попил, совсем ослаб. Да, чай кушать. Еда у нас сегодня вон, первый день. Ну, первый день, завтра будет второй, домой уже. Все домашнее, все в контейнерах вон. Холодец, картофель, котлеты, салат, капустный салат, оливье, рис. Все домашнее. Горчица. Магазинская. Тоже домашнее. Ну, из дома взял. Душечку уже стопили. Ты это мало подкинул, да? Нет, нормально? Мало. Мало. Я только на растопку. Там береза не сгоревшая была, так я думал, Вижу, надо подкинуть. пока она загорится. Приедем с реки уже. Да, вот было тепло. Тепло, чтобы было, ага. Вон две сухие и по центру березовые полежки, и будет шикардос. Все будет, офигенно. Чайник залили, да? Или был чайник? Чайник там стоял. Чайник я оставлял, да. Да. Я же хотел на завтра прийти, то есть вчера. А на завтра не получилось. Потому что я лег только в 3, а в 6 вставать. В общем, вчера сделал выходной. Ну а сегодня вон такая дружная компания уже. Сегодня уже веселее. Это не то, что одному здесь. Ля-ля-ля, тополя, блин. Но Я один даже, знаешь, с мышами разговаривал же. мышки бегали по мне. Я им войну, я там на улице одну грохнул уже, блин. А тут сижу босиком в тапочках и по ноге прямо тррррк. Знаешь? Бррр. Я сказал, ловушки принесу. Эти пластиковые хлопушки у меня Ну. где-то были. Не нашел дома. По половиночке. Чуть-чуть, чисто символически.
Григорьевич? Конечно. Буквально по 20 грамм, не больше. Я тоже один был чисто символически, наверное, за 2 дня 100 грамм, наверное, вот выпил. Вот так вот буквально. Вон. И все. Я говорю вчера, А ты не говоришь, сколько палок осталось, потом друга меня замучает, не замучает. ну, маленькие Много, такие, достаточно, хватает. такие 2 рюмки. Выпил, все, Серега говорит, Убери вот сюда, хочу больше. себе положи. Буквально, чуть-чуть. Я вот больше так не хочу. Я говорю, ну я тоже вот. не Столовую буду. ложечку вот так. Все. Он говорит, вы пьете там, пьянствуете. Они не понимают того, что это все чисто символически. Ну, Это не для того, чтобы напиться, а так. Энергетик. Да там даже Устаток. энергии-то нету просто. Да. Устаток Это чуть-чуть. вечерком можно, а вот даже не полный, видишь, по полстопочки. Сейчас покушаем. А вечерком можно будет уже стопочки 3-то уговорить. мгм. Ну давай с первым наливом тебе, Да, Роман вот. Геннадьевич. У папы не получилось, так хоть у тебя. Я сразу сказал ему, я говорю, сейчас пойдем на Лима поймаешь. А новеньким всегда везет. Новеньким. А нам первый год. Нет, ну в Рыбачил. этом году-то новый сезон. Нет. А, А, ходил? сезон, да. Сезон, да. Ну давай, чтобы Чтобы постоянно. так, да, чтобы постоянно, побольше, покрупнее. Сейчас внизу будешь поднимать. Да. Осадки. На улице снегопад, ветер, а здесь хорошо, тишина. Да. Связь не берет, даже на новом телефоне Ивана Григорьевича. Пробовал, интернета нет. Так что я-то думал, крутой телефон Григорьевич купил. Не, он показывает, а что-то звука нет. Телевидение работает? А телевидение работает? Да. А есть интернет. Звука почему-то нет. Слабый. На Есть. картинку хватает, на звук не хватает. Потом в одну точку посмотрим, может будем еще сегодня телевизор смотреть. Потом санкции сюда привезем. Свет проведем. И жить останем. Будем раз в неделю рыбу возить Да, на рынок. в Троицк. А что, почему бы и нет? Также на бензин-то деньги нужны. Бензин, продукт. Я очень рад. Печорский яйца, он очень вкусный. Да. И котлеты с него вкусные, и ребра жареные, и в соленом виде. Я очень рад. У меня хоть соленый есть, сейчас вот заготовки делаем, вот эти полуфабрикаты, получается, готовые ребра, это все фарш. У меня в мясорубке скрутились эти все пластмасски. М. Сейчас на Алиэкспрессе заказал и ждем. У меня 4-5 мясорубок. В одной зубья выломались, во второй, в третьей. А Все, зубья же можно заказать через Алиэкспресс. да, Мгм. все рабочие. Я, когда был в Воркуте, пошел на рынок. Блин, на барахолке стоит наша советская мясорубка. Там шестерни все железные. Мгм. Это Пермь выпускает. Электрическая. Да. Бабка стоит там. Я говорю, что, мясорубка работает? Она говорит, работает. Раз, включает мне. Бжжж. Работает. Я говорю, что? Почем? 1000 рублей. Достаю 1000 рублей без разговора. На. Бэушная, да? Да. Ну сейчас вон, кидаешь рыбу это, с позвоночником язи, это все она хряпает. Я 2 раза перепускаю. Все, ни одной косточки. Ну, Вот я мощная. это позвоночник убираю. Вот мощная. А на работе мы
эту ручную дрель, приспособили дрель. И дрелью только подсовываешь. Тоже 2 раза пропустишь, костей нет. Без редуктора? Без. Просто дрелью. Справляются? Вместо ручки это дрель сюда. А усилие-то сильные там. Ничего, справляются? Ничего, все равно. Дрель-то, блин. Двухручка как. Блин, только кидай окуня кинул, только вылетел. Ёрш вылетел. Да. Ну, окуня кинул, ёрш Ёрш вылетел. вылетел. Вот что. У нас Лепс, белорусская вроде бы она фирма. Неплохая. Сколько лет уже у нас? 6 запасных шестеренок было. Потихоньку начала стирать внутреннюю сторону. Закажите заранее. Осталось, говорит, последнее, вот рыбный фарш, когда крутили. Мясо, когда перекручивали. А мясо было подмороженное. Ну да, вот оно туда туго. Да. У-у-у. И мы хряк и Сорвало. сорвали. Вот успели что на котлету накрутить немного. И все. Я заказал 10 штук там. Думаю, чтобы запас уже был. А когда они с Китая придут? Ладно, что, сегодня ужин у нас неинтересный, пока обед. Интересно, откуда Встретимся ужином. в Китае знают, какие шестеренки выпускают в Беларуси? Они знают все. Алиэкспресс знает все, у них есть все. Что захочешь, даже телефон. А сейчас же Алиэкспресс не только китайский. Сейчас можно заказать его прям отделение есть. Хоп, выбираешь, чтобы тебе посылка с России была. Нет, Россия, США, все там. США ты с этим эмбарго или как-то ее не работает. Ладно, поехали. Покушаем, да увидимся на реке.